Уважаемый Владимир Владимирович, прямая линия волею судьбы совпала с 75-летием Казанского электротехнического завода. Это одно из обращений Владимиру Путину от татарстанцев. Свой привет президенту казанские заводчане записали заранее и сегодня ждали у телевизора ответа. Мы хотим от него услышать поздравления и передать ему пожелания, чтобы он продолжал рулить страной так, в том же русле. Как руководитель страны оценивает состояние дел в российской экономике, сегодня был первый, как сказали потом, центральный вопрос. Объективные данные. Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена. И мы перешли к периоду роста. Этот ответ особенно порадовал молодых казанских предпринимателей. Они под коллективный просмотр прямой линии приспособили коворкинг, то есть одомашненный офис. Важная информация того, что в целом мы всегда говорим о кризисе. Да? Сегодня мы говорим уже о каких-то позитивной динамике. И мы очень надеемся, что вот эта позитивная динамика, она сыграет в плюс на наших татарстанских предпринимателей. Еще Владимира Путина из Московской области спросили о теме, прямо относящейся к Татарстану – строительству мусоросжигательных заводов. Один из таких должен появиться и в Казани. Это хорошая технология. Японские строить будет наша компания Ростех. Надо сделать это как можно быстрее. Как подсчитали, каждую минуту Путину приходило более сотни СМС-сообщений и почти 5000 звонков, в том числе и видео. И порой после таких репортажей президент тут же принимал управленческие решения. Нам придется принять какие-то решения, связанные с увеличением финансирования, дорог на региональном и муниципальном уровне. Как говорит старшее поколение семьи Ларионовых, что пока молодежь на работе, на учебе собралась у телевизора, этим и хороша прямая линия с президентом. Мне нравится, что он на все вопросы отвечает. Где посмеюсь, где маленько. Как-то возмутись. Сегодня Путин и сам задался вопросом к футбольным функционерам. Когда же достойно заиграет сборная страны? И не дождавшись от них точного ответа, высказал свое пожелание. Это должно произойти уже скоро, на Кубке Конфедераций, матчи которого пройдут и в Казани. Будем надеяться на то, что ребята будут играть с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены, чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что они стремятся к победе. Всего Путину поступило около 2 миллионов вопросов. В прямом эфире за 4 часа он ответил на 68, в том числе и о своем политическом будущем и о преемнике. Вопрос, кого вы планируете оставить после себя? Ну, во-первых, я еще работаю, а во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель. Российский народ. Я, конечно, сам когда-то определюсь, не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы. Во время телетрансляции вопросы Татарстана озвучены не были. Однако все обращения президент обещал изучить. Главное же, по его словам, в России нужно добиться роста доходов населения. В этом году зарплаты уже выросли на 3%. И завершил же президент на другой обнадеживающей ноте. Я прочитал, здесь справа было написано «Все будет хорошо». Так оно и будет. Дмитрий Аяринин, Алина Зинатуллина, Марат Зайдуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.